Хорог, СМИ молчат. Посол США вступился за бороды. Пик имени Путина и флаг Украины. Мы сели в автомобиль, съемочная группа, Многие таджикские СМИ решили воздержаться от освещения протеста в Горно-Бадахшанской автономной области, а руководители некоторых изданий признались, что отказались от освещения событий в регионе из-за давления властей. Напомним, что 16 мая жители Хорога, административного центра Гбао, вышли на очередную акцию протеста. Это произошло после отказа властей от удовлетворения требований народа об отставке главы области, мэра Хорога, снятия всех блокпостов и прекращении преследования местных жителей. Силовики жестоко разогнали протестующих, применив резиновые пули и слезоточивый газ. По последним данным, убит 21-летний местный житель и десятки ранены. Несмотря на масштабность происходящего, большая часть таджикских СМИ не освещает события. Получив официальное предупреждение Генеральной прокуратуры и неофициальное предупреждение от других госструктур о том, что освещение событий дестабилизирует ситуацию в стране. Однако не все издания откровенно признают факт давления со стороны властей. Некоторые пытаются оправдаться различными обстоятельствами. Так, например, редакция новостного портала YORTJ заявила, что отказывается от освещения событий в Гбао по иным причинам. Во-первых, у нас нет там собственного корреспондента, поэтому мы не можем проверить все данные, которые публикуются в соцсетях. Во-вторых, сейчас доступна только официальная информация, но к ней много вопросов, на которые ответов нет, объяснило свое решение руководство портала в сообщении. Посол США в Узбекистане выступил против сообщений о том, что полицейские насильно бреют молодых мужчин-мусульман. Выступая на конференции в Ташкенте на этой неделе, Даниэль Розенблюм заявил, что нарушения религиозных свобод, наблюдаемые в стране в последнее время, могут свести на нет реформы, проведенные за последние 5 лет. Напомним, отдел по вопросам международной свободы вероисповедания Госдепартамента США в декабре 2020 года постановил, что Узбекистан должен быть исключен из его списка особого наблюдения. Тогда Госдеп пришел к выводу, что власти Узбекистана больше не терпят серьезных нарушений религиозных свобод. Кампании по принудительному сбриванию бород у мужчин периодически проводятся в Узбекистане и Таджикистане. Обычно проводятся властями в целях отпугивания молодого поколения от исламских ценностей. Вот этих объяснительных уже в службе внутренней безопасности, наоборот, пытались повернуть ситуацию таким образом, будто я сам виноват, будто все, кто носят бороды, это радикалы, это будущие террористы и все такое, к сожалению. 6 мая пользователь Facebook Мухаммад Юсов Кабилов разместил в Facebook свою фотографию до и после, на одной из которых он был с окладистой бородой, а на другой чисто выбритым. «Мое фото, когда я зашел в отдел полиции и когда вышел», написал он в сопроводительном сообщении. «Оба снимка сделаны сегодня, а разница между ними составляет 5 часов», сообщил он. 26-летний Кабилов рассказал Evrasianet.org, что 5 месяцев назад переехал в Ташкент из Намангана в поисках работы. Он сказал, что его остановили на улице и проверили его удостоверение личности, прежде чем доставить в полицейский участок. В отделении милиции был парень с триммером в руках. «Меня отвели в туалет и там побрили. Силу полицейские не применяли», — сказал Кабилов. «Они были в штатском из антитеррористического управления. Нас было человек 10 бородатых парней, и всех брили одной машинкой. Это было совершенно антисанитарно». Кабилов говорит, что ему предложили выбор – либо сбрить бороду, либо 15 суток тюрьмы. Неясно, на основании чего ему было бы предъявлено обвинение. Напомним, после прихода к власти президента Шавката Мирзиёева религиозный контроль ослаб, и быстрыми темпами началось возрождение традиции ношения бороды мужчинами и ношения хиджабов женщинами. Однако, как изначально указывали аналитики, ослабление было временным и имело скорее популистский характер. И ситуация постепенно скатывается к каримовским временам. Кабилов, однако, не раскаивается и говорит, что снова отрастит бороду. «Скоро она снова вырастет, и у меня снова будет борода. Это мой выбор и мое убеждение», — сказал он.
На пике имени Путина в горах Кыргызстана установили флаг Украины. Имена альпинистов, которые это сделали, пока неизвестны. Соответствующее видео опубликовал в Твиттер аккаунт неизвестная альпинистка Светкой. Если в мире существует пик Путина и украинский флаг, то их встреча неизбежна. Хулиганы подняли и повесили флаг на вершине. Понятия не имеем кто, написала автор видео. Пик имени Путина – это горная вершина в Кыргызстане, расположенная в горной системе Тянь-Шань на севере страны, в Чуйской области. Напомним, что после вторжения России в Украину президент Кыргызстана Джапаров пытался поддержать Россию. Однако, увидев резко негативную реакцию населения и предвестники скорого поражения России в этой войне, принял решение занять более нейтральную позицию по данному вопросу. Наблюдатели отмечают, что после вторжения России в Украину мусульманское население всего постсоветского пространства стало сопереживать украинцам, которые стали очередной жертвой колониальной экспансии России. Нет войне! Свобода Украине! Путин черт! И это неудивительно, ведь Россия столетиями оккупировала народы Центральной Азии, Поволжья и Кавказа, применяя геноцид и политику принудительной ассимиляции. Что же стало настоящим открытием для жителей Кыргызстана, так это наличие в их стране пика имени Путина. Для многих это показалось оскорбительным. Как оказалось, еще в 2010-х годах Алмазбек Атамбаев в должности премьер-министра подписал законопроект о присвоении пику географического названия «Пик Владимира Путина», после чего в 2011 году стал президентом Кыргызстана.